Исследования Deutsche Welle показали, что китайское правительство заставляет уйгуров, находящихся в лагерях перевоспитания, признать преступления, которых они не совершали. Уйгурская женщина вспоминает со слезами, как ее заставляли выбрать одно из 75 преступлений. Другими словами, женщина, попавшая в лагерь, была вынуждена выбрать причину, которую китайцы могут предъявить в качестве основания для ареста. Трое бывших заключенных также отмечают, что преступления, состоящие в этом списке, являются действиями, которые люди совершают в повседневной жизни. Например, ношение платка, выполнение религиозных обязанностей и общение с родственниками, находящимися за границей. После выбора преступления узников доставляли в суд без предоставления адвоката и права на апелляцию. Данная процедура отличается в зависимости от лагеря. В некоторых учреждениях узников судят индивидуально, а в некоторых выносятся коллективные приговоры. Президент США Дональд Трамп планирует подписать уйгурский законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении китайских чиновников. Тем не менее, в новостях Reuters, основанных на правительственных источниках, указывается, что дата подписания пока неизвестна. Согласно законопроекту, принятому в прошлом месяце при поддержке Палаты представителей и Сената, на китайских чиновников, ответственных за давление, произвольные аресты и пытки в Восточном Туркестане, будут наложены санкции. В законопроекте, представленном сенатором-республиканцем Марко Рубио, предложено ввести ограничения в отношении секретаря Коммунистической партии в Восточном Туркестане Чена Чуанго и некоторых китайских чиновников, ответственных за нарушение прав человека. Китай исключил чешую панголина из реестра традиционных лекарств на 2020 год. По информации Global Times, причиной такого решения стало снижение популяции панголинов. В исследовании, проведенном учеными из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, было обнаружено 99% генетическое соответствие между вирусом, содержащимся в ящерах, и новым типом коронавируса. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джихампур был уволен из-за критики в адрес Китая, которого он обвинил в предоставлении ложной информации о вспышке коронавируса. После этого Джихампур подвергся порицанию со стороны некоторых иранских политиков. Бывшего пресс-секретаря, которого уволил министр здравоохранения Саид Немеки, сменила Сима Садат Лари. Впервые в истории начальником штаба военно-воздушных сил США назначен афроамериканец. За Чарльза Брауна проголосовали 98 членов Сената США. Кандидатуру Брауна выдвинул президент Дональд Трамп. Чарльз Браун сменит генерала Дэвида Голдфина, который должен покинуть свой пост в конце июня. Назначение Брауна произошло на фоне массовых беспорядков, которые охватили США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Ранее генерал Браун занимал должность командующего ВВС США в Индо-Тихоокеанском регионе.